Добрый день, друзья! Мы сегодня в эфире. Первый наш вебинар. Добрый день, друзья! 2023. Мы сегодня в эфире. Поздравляю вас Первый наш вебинар. новогодний праздник. Добрый день, друзья! И поздравляю вас с Восточным Новым годом. Как раз сегодня стартует и в Китае, в Корее, в азиатских странах Новый год справляет. Год зайца, да, или кролика. Вот. Так, кратко расскажу наши успехи по итогам нашего... давайте сейчас сначала. Меня слышно, видно? Можете поставить в чате плюс, если меня слышно и видно. Так, плюс замечательно ставят. Есть плюсики. Окей, хорошо, все, начинаем, продолжаем. Так, традиционно мы по итогам строительного сезона выпускаем свой корпоративный журнал «Шишкин дом». Здесь мы опубликовали наши результаты по итогам строительного сезона 2022. Здесь мы указали то, что по итогам сезона построили 57 домов, что составляет 4757 квадратных метров жилых. И плюс 789 нежилых площадей. Это гаражи и террасы, веранды домов. Вот. По итогам 2021 года нами было построено 42 дома. И площадь домов составляла, общая площадь, больше 2000 квадратных метров. То есть мы по итогам 2022 года увеличили по площадям больше 2 раз. То есть было 2000, стало 4700 квадратных метров. Количество домов было 42, стало 57. Так, в этом году планируем также, мы запланировали 80 домов построить, то есть количество ограниченное. Уже есть 10 заявок, больше 10 заявок на этот год. Вот, именно в рамках льготной ипотеки. Вот, давайте мы в чате укажем, из каких вы районов, улусов, или все из города Якутска. Так, Якутск, Хангаласский район, Вилюйский, Татинский, Якутск. Может, кто-то есть из другого региона или из другой страны. То есть наша команда служит всем, независимо от локации. Так, Оленек есть, вижу, Хатасы, Алдан. Так, Якутск. Самый дальний район – это Оленек. Якутск. Все замечательно. То есть почти вся география нашей республики. То есть из центральных районов есть, это город Якутск, Намский вижу, Хангаласский вижу, Заречье есть, Усть-Алданский район. Так, и из северных, и из промышленных районов, из промышленных Алдан, и из северных районов Оленекский район. Так, мы в рамках льготной ипотеки, вот по итогам позапрошлого и предыдущих годов, самая дальняя локация была, это Кобельский район. Ну и так и строили в Усть-Алданском районе, в районах Хангаласском, Мегино-Хангаласском районах. Вот, так. Сегодня перед вами будут выступать 5 экспертов. Это буду я выступать, затем Марина Данилова, соучредитель, она будет рассказывать про... Что? Так, по геопортал Якутск. То есть можно, в общем, онлайн оформлять все документы. Вот про это подробно будет рассказывать Марина. Так, затем у нас есть спикер, главный технолог ЛПК «Алмаз». Это лесопромышленная компания «Алмаз».
самая крупная, главный технолог Игнат Русланов. Так, затем Нараяна Чемизова, это наш архитектор, будет выступать, как проектировать дома, будет показывать проект домов. Так, затем в конце пятым экспертом будет выступать Нургяна Сивцева. Она у нас ипотечный менеджер в отделе продаж. Все, что касается ипотечного продукта, все, что касается продаж, отдела продаж, вот она будет все подробно рассказывать. Вот. Давайте договоримся так. Вот один спикер выступает, потом задаем вопросы. У нас по 15 минут, ну, плюс-минус. 10 минут выступаем, и затем уже на 5, ну, в конце выступления уже на 5 минут будем отвечать на вопросы. Хорошо? Так, начинаем. Слайды первые. Так, второй слайд. Ага. Так, ну, как мы знаем, в общем, строительство дома начинается от фундамента. Вот, здесь у нас, ну, по-географически у нас республика Саха-Якутия, мы как знаем, то, что она стоит на вечной мерзлоте. То есть есть свои нюансы, как строить, как планировать, как проектировать, именно на условиях вечной мерзлоты. То есть отсыпка – это, ну, как мы здесь строим в основном деревянные дома и начали строить каменные дома. Здесь самое важное, вот то, что мы видим, именно инженерно-геологические изыскания. Вот у нас есть партнеры, мы с ними уже проработали несколько проектов, построили двухэтажный дом, там одноэтажные дома каменные. Вот мы там проводили именно инженерно-геологические изыскания, чтобы определить тип фундамента. То есть на этом грунте можно ли построить, допустим, на ленточном фундаменте двухэтажный каменный дом. Вот именно по итогам изыскания в заключении указывают специалисты то, что какой тип фундамента можно выбрать именно на этой локации. То есть нами было вот даже в рамках ипотеки, дальневосточной ипотеки, наша молодая семья хотели построить именно каменный дом, выбрали участок, на земельном участке как раз как весной, как получилось, ну, как болото было. Низменность, росли камыши, и воды весной была, ну, талые воды собирались именно на их участке. И здесь именно мы как подобрали тип фундамента, провели изыскания, определили, на каком фундаменте можно построить. Потом в ходе они хотели каменный дом, потом решили построить все-таки деревянный дом. Но, тем не менее, провели изыскание, и изыскание как раз доказало о том, что, оказывается, эта земля была сухая. То есть соседи начали отсыпку, ну, как у нас традиционно делают в центре города. Кто выше поднял свой участок, тот и прав, да, как бы. Вот. И они отсыпку сделали вокруг, и как раз на их участке образовалась как будто низменность. И весенние талые воды снега начали собираться на их участке. И вот как раз буром прошли, вот эксперт именно проходит 10 метров вниз, вглубь, и 2 метра прошли, уже песок появился. И на этом уже доказали, ну, все равно прошли, доказали там, нам показали температуру грунтов, именно из каких состоит элементов эти грунты, и доказали о том, что, оказывается, здесь была сухая земля. И мы смело провели отсыпку, возвели фундамент, монолитный фундамент и построили двухэтажный дом деревянный. Вот. Второй случай, именно расскажу про изыскание. На Сергеляхе, 5-й километр Сергеляхского шоссе, люди тоже запланировали двухэтажный каменный дом, решили провести изыскание. То есть итоги показали о том, что вот прошли мы где-то в глубину 2 метра, затем появились грунтовые воды. Затем появился где-то метр земли, и опять прошли грунтовые воды. То есть там на их участке не представлялось возможным именно строить дом на свайном фундаменте. То есть он выходил в дом. А так, хотя вокруг соседи
у соседей стояли уже построенные дома, двухэтажные каменные дома. То есть здесь нужно на каждый случай именно подойти, как сказать, но именно по правилам нужно подойти. Если вы хотите, если вы запланировали каменный дом, тем более двухэтажный, нужно обязательно провести геологию. Так, теперь все, что касается деревянных домов. Ну, деревянных домов, вот именно нагрузка фундамента, что это фундамент передает нагрузку именно на рельеф земли. Вот. Я сейчас остановлюсь именно на ленточный фундамент и на монолитный фундамент. Но мы сейчас с этого сезона переходим на монолитный фундамент именно с теплым полом. Вот. Так, ну как традиционно мы делаем отсыпку из кальдамского песка. На средний размер дома это 8 на 8 или 8 на 10. Хватает 3 КАМАЗа кальдамского песка по 18 кубов. Это 54 куба. Затем проводим мы планировку, то есть утрамбовываем, проводим планировку, и затем уже начинаем возводить фундамент, ленточный фундамент. На ленточный фундамент что важно? Важно это диаметры арматур, именно армировка. Армировка важна, и из каких диаметров именно армировать фундамент. Затем зависит, очень важно, марка бетона. И даже очень важно, откуда приобретать эти бетоны, этот бетон. Затем очень важна экспертиза, ну, эксперт, именно технадзор проводит обследование. Именно после этого мы начинаем заливать фундамент. Вот, как это происходит? Наши фундаменты, вот именно самые основные 16 арматуры диаметром 16, хомуты восьмерки, и между хомутами у нас 25 сантиметров. Это из каких намерений мы такие размеры взяли? Именно проводили расчет на нагрузку. То есть этот фундамент сечением 40 на 40, высота 40 сантиметров, ширина 40 сантиметров выдерживает двухэтажный каменный дом, этот фундамент. А мы на эти фундаменты ставим деревянные дома. Вот рассчитывали 8 на 8 деревянный дом, весит 75 тонн. А таким же размером каменный дом именно из блоков, из керамзитовых блоков составлял где-то около больше 200 тонн. В общем, такой фундамент выдерживает 200 тонн. Вот. Здесь очень важно, откуда приобретать бетоны. Вот у нас есть договор производителям бетона. Вот у них какое намерение было именно с ними заключить договор? Именно у них есть договор на экспертизу с лабораторией, с ВУФУ. То есть в любое время, в любую секунду они могут доказать именно марку бетона. И второе очень важно, у них есть свои миксера. То есть заказали бетон, допустим, они находятся на Чернышевского, мы заказываем бетон на Сатал. Именно Сатал отправляет сопроводительным письмом свой миксер, госномер миксера указывает, и какой объем, какой маркой отправили. Это все сопроводительным письмом отправляет. Наши мастера получают на участке этот сопроводительное письмо, именно 8 кубов марки B25, вот по адресу таким-то водителям направили. В таких случаях только принимаем бетон. Это очень важно. Вот. Так, затвердевание бетона это у нас в среднем 2 недели, но это все зависит от температуры атмосферного воздуха. То есть при минусовых, конечно, это будет дольше проводиться, где-то больше 2 недель. А при плюсовых уже можно начать на второй, на третий день уже строить дом. Вот. Ну, именно возводить стены деревянного дома. Так, второй слайд. Так, второй слайд я не вижу.
Так, Нурьяна. Ага, вот. Здесь на этом слайде видно то, что именно сечение, ну, диаметр арматур, и обязательно нужно обязательно мы проводим усиление на углах, где соединяется, где углы вот 90 градусов и вот как Т-образное вот соединение. Здесь нужно именно усиливать арматуры. Вот мы здесь усиливаем именно 12 арматурой. Вот здесь очень важно. Так, следующий слайд. Так, вот это наш пирог утепления. Как я говорил, деревянные дома мы строим на ленточном фундаменте или на монолитном фундаменте. Вот по нашей именно схеме вот монолитный фундамент – это ленточный фундамент с утеплением. То есть если срез смотреть, фронтальный срез, вот есть сечение именно 40 на 40 нашего ленточного фундамента, и внутри есть вот песок, песчаная подушка, 18 сантиметров песчаной подушки, затем идет у нас черновая стяжка. То есть он состоит из песка, из двух стяжек и утеплителя. То есть если смотреть снизу, песчаная подушка, 8 сантиметров черновой стяжки, затем 20 сантиметров утепления полистиролом, затем мы покрываем этот полистирол пенофолом фольгированный и ложим сетку, кладочную сетку, затем заливаем именно 8 сантиметров стяжки. Это будет у нас финишная стяжка. Вот на финишной стяжке именно производится кладка или кафеля, или ламината. Здесь именно вот с этого сезона, с 23-го сезона мы всем предлагаем и будем проводить здесь именно теплый пол. То есть в финишной стяжке будут проводиться трубы отопления, то есть для теплого пола. Почему мы так решили? Потому что вот здесь, допустим, вот на этой схеме исключается именно мостик холода. То есть этот фундамент должен быть очень теплым, ну, в нашем регионе, в наших условиях. Почему они, вот, допустим, у нас, как практика показывает, именно вопросы по газоснабжению, по электроснабжению очень долго решаются, даже в городе Якутске. Поэтому запуск тепла обычно осуществляется по практике где-то или в ноябре месяце, или в декабре, даже в январе. Вот таких как раз в холодных месяцах мы подключаем именно тепло. Как раз когда уже все бетонные вот эти элементы, они все замерзшие, и они очень долго таят, то есть до весны, пока не потеплеет на улице. И у клиентов есть нарекание, то, что полы холодные. Вот. А так они, если запуск был бы в теплое время года, они были бы очень теплые. Но мы, тем не менее, все равно вот с этого сезона будем как раз предлагать именно теплый пол. То есть там нагрузка именно по смете минимальная будет. Так, затем следующий слайд. Так, вот как раз показываем на этом слайде теплый пол. Вот именно после утепления идет пенофол, затем сетка, кладочная сетка, и на кладочной сетке как раз будут вот инженерные сети утепления. Ой, инженерные сети отопления. То есть как лучевое отопление будет. Затем мы будем заливать полностью стяжкой. Как раз стяжка будет позволять именно кладку кафеля или ламината. Вот. Это называется теплый пол. Так, следующий слайд, пожалуйста. Так, коммуникационные приборы. У нас в этом году, конечно, были новости. Где-то 1 января был случай в Сатале. Мы все знаем. При отключении электроэнергии разморозили дома. То есть здесь два нюанса. Мы всем предлагаем и в смету включаем именно теплый дом, это антифриз, именно в инженерную сеть отопления. То есть они
Если даже, допустим, котел остановился, при замерзании, допустим, этого раствора, он не набухает, и никаких повреждений в этих и в радиаторах, и в трубах отопления ничего не будет. То есть дом заморозили, затем, когда при подаче тепла он уже включается. Как практика показала в Сатале, вместо теплого дома люди использовали элементарную воду, как по старинке. Вода замерзла, разбухла, и при этом все там растрескалось. Затем, второе. Кстати, мы от нашей компании, кто именно вот с этого вебинара заключит с нами договор на строительство своего дома мечты с нашей компанией, мы дарим бесплатно бесперебойник и аккумулятор. То есть это кратко как ИБП источник бесперебойного питания. То есть у нас два вида котлов есть газовых. Есть настенный газовый, ну вот как раз на слайде настенный газовый котел, он электрозависимый. То есть при отключении электроэнергии котел останавливается. Вот. Если будет бесперебойник и аккумулятор, он не будет останавливаться. То есть когда при отключении света, электроэнергии, он будет работать дальше. То есть плюс-минус 6 часов будет работать, пока аварийные, допустим, вот эти службы будут восстанавливать. То есть дом будет теплым. Вот, поэтому с Восточным Новым годом от нашей компании подарок, кто заключит именно договор с вебинара, договор на строительство дома с нашей компанией, дом вашей мечты. Вот, у меня кратко все. Будем отвечать на вопросы. Так, какие у нас вопросы есть в чате? Именно по фундаменту, именно по теплому полу, может быть, есть вопросы. Так, по таймингу как у нас? Ага, в общем, отвечаем на пару вопросов, да? Так, у нас есть вопрос фундамента по цене, как отличаются. Антифриз Кугандиллер, бюльный турар трубы. Так, тогда оценку земли сначала делаете, да? Какой котел рекомендуете? Теплый полугарантия есть, если что, так, так, ну давайте именно по теме, именно по котлу, да, здесь вопрос был. Так, теплый пол может вытянуть дом без радиаторов. Здесь спасибо за вопрос, интересный вопрос. Вот как раз многих интересует, наверное. Если я теплый пол, допустим, подключил, тогда могу жить, допустим, без радиаторов. Вот. Давайте, ребята, мы в реалии. У нас условия вечной мерзлоты. У нас вот как раз сейчас холода показали себя. Зима наша минус 50, местами минус 60 и даже ниже. Там 65 где-то было. Вот если, допустим, мало ли какие-нибудь неполадки, допустим, с теплым полом, значит, тогда радиаторы должны тянуть дом. Или наоборот. Или, допустим, если радиаторы сломались, там какие-то неполадки, тогда будет теплый пол будет тянуть. Поэтому в наших условиях все равно нужно теплый пол плюс радиаторы. Так, затем все, что касается по стоимости радиаторов, там, ну, коммуникаций, фундамента, строительства домов, там, земельных участков, вы на все эти вопросы можете получить ответ именно в офисе, именно по вашему проекту, именно по локации земельного участка, ну и так далее. В общем, все, что касается по расчетам, по смете, можете узнать в этом офисе у нас. Офис у нас находится на площади Ленина, Амосова, 18, офис 504. Вот.
Так, еще на один вопрос. Так, пишут, отдельно вам можно заказать благоустройство и теплый пол? Отдельно какие по части работы, если уже есть дом, имеется в виду? Так, ну мы, у нас несколько партнеров есть именно по монтажу теплого пола, по монтажу отопления и так далее. Мы можем им ваши заявки передать. А так мы сами этим не занимаемся. У нас строительная компания, мы именно строим дома. Ну и в том числе, если клиенты, допустим, заказывают коммуникацию и так далее, мы уже это все осуществляем. То есть у меня все, на все вопросы получите ответы. Мы как направим ответы нашим участникам? Да. Тогда после вебинара на все вопросы в группе, вот именно в группе WhatsApp вы получите ответы. У меня все. Да. Ага, так, поэтому нужно не выходить из группы. То есть в группе именно WhatsApp вы получите все ответы. Так, представляю следующего спикера. Это соучредитель компании «Шишкин дом» Марина Данилова. Всем здравствуйте. Добрый день. Сколько у нас подписчиков? Арина Нургуяна. Арина Нургуяна. Сколько? Всем привет. 131 человек. Ура! Значит, всем передаю привет. Меня зовут Марина Данилова. Я соучредитель компании «Шишкин дом». Иван Петрович рассказал историю Шишкиного дома. Почему у нас компания называется «Шишкин дом»? Потому что прадедушка Ивана Петровича, воевода Шишкин, построил первый бревенчатый дом в Намском районе Крест-Кытыли, да, и у нас компания называется по фамилии прадедушки. Родная мама Ивана Петровича Шишкина Раиса Ивановна, вот. Поэтому компания называется «Шишкин дом». И про миссию, да, нашей компании хотела бы рассказать. Миссия нашей компании – это комфортные, теплые дома для жителей Республики Саха-Якутии и России, да. Мы хотим быть полезными обществу, мы хотим строить качественные, теплые, красивые дома. Вы, наверное, все заметили, да, что у нас дома, мы стараемся дома украшать, стараемся делать сложные крыши, интересный дизайн. И вот вся команда у нас, и Нюргуяна, и Нарьяна, архитекторы, менеджеры, вас курируют в течение полугода-год, да. Вот. И перейду к теме нашего вебинара. Я хочу с вами сегодня поделиться 3 полезностями. Значит, 3 полезности, 3 темы, да, обсудим. Первая тема – это работа в геопортале Якутск. Кто знает геопортал Якутск, ставьте плюс. Значит, важно работать на этой платформе. Почему? Открывайте в Яндексе, пишите «Геопортал Якутск», вводите в поисковик длинный кадастровый номер своего участка, нажимаете на лупу, и у вас появляется ваш участок, ваш будущий участок, да. Для чего надо заходить в геопортал Якутск? Если вы собираетесь, планируете строительство дома в 2023 году, вы должны провести диагностику своего участка, да. У нас что было на практике? Человек покупает участок,
оказывается, что участок не 10 соток, а 8 соток. Почему? Потому что у него 2 сотки ушли под красную линию под расширение дороги, да. А вот эта красная линия выписки ЕГРН на участок нигде не рисуют. Вот я не знаю почему. И когда вы собираетесь купить участок, вы должны провести диагностику, зайти на геопортал, написать кадастровый номер своего будущего участка, нажать слои, да. Нургияна, первый слайд включи, пожалуйста, где у нас геопортал. Сразу наглядно покажем, да, потому что это очень важно. Если вы прямо посреди красной линии построите дом, вы заморозите свои 3, 4, 5, 6 миллионов. Вы не сможете зарегистрировать дом, вы не сможете продать дом, вы не сможете подарить дом, унаследовать дом и так далее. Да? Поэтому по новому законодательству мы должны соблюдать вот эти красные линии. Да? Когда возникают красные линии? Красные линии возникают, когда есть на участке департамент градостроительства планирует расширение участка, да, тогда красная линия может отстоять от границ участка 3-5 метров. 3 метра от второстепенной дороги, 5 метров от магистральной дороги. Если у вас вдоль участка проходит газовая труба, у вас красная линия может внутрь участка зайти до 8 метров. Вы понимаете, да? Вы, допустим, подумали, 3-5 метров я выдержу и все, здесь строю. Да, нет, надо провести диагностику участка. То есть посмотрели, если у вас там газовая труба под забором лежит, 8 метров надо отходить, да, а потом строить жилой дом. На гараж эти правила не распространяются, либо дополнительно, если вы хотите на красной линии ставить гараж, где газоохранная зона, вы должны идти в Сахатранснефтегаз и получать разрешение, да, от Сахатранснефтегаза, что вы хотите на газоохранной зоне, который рядом с вашим участком, поставить гараж. Разрешение. Если вам Сахатранснефтегаз разрешает на краю вашего участка построить гараж, с разрешения Сахатранснефтегаз вы можете спокойно свои 800, миллион 200, миллион 400 на гараж инвестировать, да, вложить. Вот. Поэтому очень важно, ребята, работать с геопорталом Якутск, проводите диагностику своего участка. Да. Вот я хочу рассказать историю. Мне писала семья в Инстаграм, в Директ, и пишет, я им дала задание через госуслуги заказать уведомление о планируемом строительстве. Да. Они просто купили участок с рук у физлиц, да, просто купили. Я не знаю, сколько они там заплатили за участок. Даю задание через госуслуги подать уведомление о планируемом строительстве. Потом они мне в директ отправляют вот этот градплан, отправили, да. Я смотрю, этот градплан весь серый, вообще весь серый, нету зеленой сетки, нету, Иван Петрович, нету разрешения. То есть они купили участок в водоохранной зоне. Просто у физлиц с рук не проверили участок. Почему? Потому что, ребята, законы быстро меняются, да. У нас было же, как говорить, половодье, да, осеннее половодье было в 2019 году, да. Левая сторона Покровского тракта всю затопила. Вышел скандал, мэрия не захотела оплачивать миллионы, да, и всю левую сторону Покровского тракта под зону потопления по постановлению, да, сделали. А человек, продавец участок этой молодой семье об этом умолчал. Почему? Потому что в старой несвежей выписке вот этой записи нету, что участок находится в зоне подтопления. Да? Поэтому, когда вы собираетесь купить участок, вы должны у продавца запросить свежую выписку, актуальную на сегодняшнюю дату, на 23 января. На 23 января
берете, запрашиваете, меня видно, да? Ага. Бизон, покажите, пожалуйста. Так, в общем, Ага, я немножко волнуюсь. В общем, запрашивайте актуальную выписку на 23 января. Ребята, скажите, мое лицо видно или не видно? Ставьте плюсы. Ага. В общем, и вот эта семья купила участок на левой стороне Покровского тракта со старой выпиской. Купили, отдали деньги, зарегистрировали на свое имя, а потом только заказали градостроительный план. Да, потом только заказали градплан, и в градплане вообще зеленой сетки нету, все, деньги заморозили, 1-1,5 миллиона заморозили. Уже надо искать другой участок. Никто уже не захочет покупать этот участок у них, да. Я вот хочу вам посоветовать молодым семьям. 3 января. Ребята, скажите, мое лицо видно или не видно? Так, да, ага. В общем, Ивану Петровичу отдаю телефон. В общем, да. В общем, вот эта семья, я не знаю, что они потом решили, но я хочу вот вас предостеречь, ребята, когда вы собираетесь покупать участок, надо обязательно посоветоваться с специалистом, чтобы сохранить свои кровные 1,5, 2, 3, 4 миллиона, да. У нас на Сергеляхе там 4-3 миллиона участки, в Сатале у нас 1,5 миллиона, в Хатасах 1,5 миллиона, да. Вы сами видите, что участки взлетели в цене. Если мы раньше могли купить участок за 500, 600, 800 тысяч, то из-за того, что у нас стартовала льготная ипотека 1,5%, да, и был вот этот ковид, в общем, все взлетело в цене, да, все подорожало, в 2-3 раза подорожало. Сейчас у нас на Покровском тракте, если мы раньше могли за 500 тысяч купить участок, минимум сейчас 1,1 миллиона, 1,2 миллиона, 1,5, да, а льготная ипотека у нас 6 миллионов, и если у вас 1,5 миллиона уходит на участок, у вас на дом остается 4,5 только. Если вы хотите в черте города, да, участок, то в черте города еще дороже. Половина ипотеки у вас уходит на приобретение участка. Я знаю, что семьям неудобно ездить издалека, кто-то хочет прямо в городе, да, кто хочет прямо в городе, они покупают дорогой участок и заказывают маленький дом, да, поэтому у всех по-разному. Кто-то выбирает участок подальше и строит двухэтажный дом, да, покупает участок за 700, 800 и двухэтажный, либо одноэтажный с гаражом заказывает. Либо кто-то покупает в черте города за 2-3 миллиона и себе маленький дом построит, да, но зато в черте города. Иван Петрович, тайминг, да? Ага. Тайминг. В общем, подождите, я еще слайды не рассказала. В общем, ребята, работайте с геопорталом, проверяйте участки, сохраняйте свои деньги, да. Если вам нужна консультация, вы всегда можете прийти в наш офис, получить полную консультацию у менеджеров, у меня лично, у Ивана Петровича, да. Мы поделимся опытом, про диагностику вашего участка проверим, да, про восстанавливающие документы, документы основания проверим, историю участка, у кого куплены, сколько собственников, да, кто может претендовать после покупки участка и так далее. То есть проведем диагностику, закажем оценку, и вы со спокойной душой можете, проверим красные линии, да, вы со спокойной душой можете потом жить на этом участке, потому что вот на практике есть то, что люди просто, не зная, покупают по старым выпискам участки, а там ни одной записи нету. Поэтому всегда просите свежую выписку перед покупкой. Да, и теперь, Нургуяна, включи второй слайд, это по геопорталу, да, первый слайд. Второй слайд у нас по Якутскэнерго, да?
по Якутскэнерго. Значит, смотрите, по Якутскэнерго, Якутскэнерго, энергетика Якутии. Вот тут вот у меня видно сверху этот шаблон. Нормально, да? Буманна. Ага. В общем, ребята, смотрите слайд. Энергетика. В общем, как подать заявку Якутскэнерго, да? Ну, давайте я спокойно расскажу, потому что это очень важно. Ребята, вам надо уже сегодня в январе подать все заявки в Якутскэнерго на электричество и подать заявку в Сахатранснефтегаз уже в январе этого года. Почему? Потому что в договоре Якутскэнерго написано, по регламенту они могут вам ввести вот электричество сделать в течение года. Если вы сегодня в январе подаете заявку, вам Якутскэнерго подключит со столба счетчик по очередности, да, поэтому заходите на сайт Якутскэнерго, регистрируйте личный кабинет. Это очень просто. Анкетные данные, ФИО, дата рождения, адрес участка, да, вот, и зарегистрировали личный кабинет, потом нажимаете заявку, вот видно, да, на слайде, заявку нажимаете и пошагово заполняете анкету. Адрес участка, кадастровый номер участка, сколько киловаттов вам надо, 15 киловаттов, там 380 киловаттов, да, на какие цели вам нужно электричество. Для жилого дома, гаража, и пошагово там есть 4 шага, очень короткие 4 шага. Значит, видно, да, на слайде. Значит, первый шаг, вы указываете сроки, когда вы хотите ввести электричество. Это вы указываете, допустим, я всегда сама указываю пораньше. Допустим, если вы планируете в мае-апреле строительство, да, пишите, что вы хотите в марте начать строительство, и пишите сроки с 1 марта по 31 марта, да, чтобы у вас уже с января заявка ваша работала. Потому что в договоре Якутскэнерго написан 1 год. То есть они могут на лайте спокойно к вам прийти в ноябре месяце, и никто им ничего не скажет, потому что у них в договоре так написано 1 год. Поэтому, ребята, кто планирует строительство сегодня, вы должны уже подать заявку в январе месяце, чтобы осень встретить в светле и в тепле, да. Значит, далее слайд, Нургуяна, включи, пожалуйста. Следующий слайд. Так, следующий слайд у нас. Вот второй шаг. Дополнительные сведения, первая ценовая категория. И хочу сказать, что с 2022 года, с 1 июля вот эта услуга очень подорожала. Если раньше первичное подключение электричества стоило 500 рублей, с июля 2022 года закон поменялся, теперь вот электричество стоит 45 тысяч. За каждый киловатт там по 15 тысяч, да, 45 тысяч нужно заплатить, поэтому денежку надо заложить на подключение электричества, да. И там есть льготное подключение для, как сказать, льготной категории населения пенсионеров и так далее, да. Значит, это второй шаг. Третий шаг, включи, пожалуйста, Марьяна. Да, третий шаг это... Ну, вот этот предпоследний шаг. Сюда вы нажимаете на скрепки и подгружаете копию паспорта, копию выписки ЕГРН, план ЭПУ и отправляете заявку в свободный полет. Далее 4-й шаг. Включи, пожалуйста, Мургена.
Вы там должны галочку поставить, вот планы ИПУ, да? Планы ИПУ как делаете? Делаете скриншот с геопортала, пишите планы ИПУ, пришпандорили вот этот план с геопортала, внизу указали анкетные данные, собственник земельного участка с кадастровый номер участка указали, фамилия, имя, отчество указали, свои паспортные данные указали, и дату, подпись, да, и вот этот в PDF-файле подгружаете на сайт Якутскэнерго, да, и обязательно ставьте галочку «Получить тех условия, договор, квитанцию на оплату в личный кабинет». То есть, ребята, вам не надо никуда ходить в минус 50, в минус 60. Это можно все сделать онлайн, сидя дома через телефон, через компьютер. Поэтому я хочу вот поделиться с вами 3 полезностями. Берите, используйте, готовьтесь к строительству, потому что у нас на практике было у 2 клиентов. Они подали заявку летом, одному клиенту подключили в ноябре, второму подключили в октябре. И клиенты после заявки ждут 3-4 месяца. Поэтому ваша заявка январская, вам реально бригада с Якутскэнерго приедет в апреле, в мае месяце только по вашей заявке. А электричество нам нужно для чего? Для того, чтобы строгать брус, готовить пиломатериал, чтобы бесперебойно строить, быстро строить, качественно строить, чтобы все оборудование работало, да. Поэтому заявками займитесь уже сегодня в январе электричеством, да. Подгружаете, скачиваете бланк заявления, бланк ЭКУ, делаете скрины себе, да, с экрана и пошагово онлайн подавайте заявки. Так, да, следующий слайд, пожалуйста, Нургена. Это был последний. Тогда, ребята, третье действие, которое вы должны уже сегодня сделать в январе. Вот Иван Петрович меня торопит, но ничего. Вот эту полезность для чего нужно сделать? 3-й слайд Сахатранснефтегаз, чтобы осень встретить в теплом доме. Слайд Сахатранснефтегаза включите, пожалуйста, Нургена. Так. Нет. Слайда пока нет, да? Ждем слайд. Вчера был уже слайд Сахатранснефтегаза. В общем, нет, да, я расскажу. Значит, очень важный шаг, ребята. Заявку онлайн тоже в 2 GIS набираете Сахатранснефтегаз, нажимаете на сайт Сахатранснефтегаза, да, потом нажимаете на вкладку «Физлица», потом нажимаете «Техприсоединение». Там тоже 4 шага. Первый шаг – получить техусловия на вывод газовой трубы. Да? По регламенту 15 рабочих дней подгружаете в PDF первые 2 листа паспорта, подгружаете в PDF выписку ЕГРН на участок, подгружаете топосъемку участка 1 к 500 и все. Отправляйте заявку онлайн через сайт Сахатранснефтегаза. Тоже в минус 50 никуда ходить не надо. Вам на вашу почту придет приглашение, придет заявка с таким-то номером. Мы начинаем обработку вашей заявки. Вас через 15 рабочих дней и плюс 6 рабочих дней, через 21 дней вас пригласят Сахатранснефтегаз в окошко. Вы приходите через 21 день в окошко, оплачиваете за вывод газовой трубы 58 тысяч, да, там поэтапная оплата. Сначала 9, потом 29 тысяч, потом 20 тысяч, да, либо единоразово 58 тысяч оплачиваете.
После строительства регистрируете дом, пишите заявление о возврате денежной суммы по социальной газификации. То есть вы, ребята, не ждете бесплатную социальную газификацию. Почему? Потому что вы не успеете встретить нашу холодную осень в теплом доме. Поэтому вы сначала в январе подайте все заявки, оплатите своими деньгами, а потом после того, как дом мы построили, регистрируйте и пишите заявление о возврате денежной суммы в размере 58 тысяч. Но зато вы сентябрь встретите уже, будете пить чай в теплом доме, новом, красивом, уютном доме. Вот поэтому, ребята, готовьтесь к строительству нового дома, отправляйте заявки уже в январе, да, потому что у нас на практике было очень много, что ребята подают заявки в середине лета, им электричество подключают в ноябре, про газ я вообще молчу, газ через 6-8 месяцев в следующем году только. И все, получается, ипотеку платите зимой, все 8 месяцев платите ипотеку, арендуете квартиру, а дом у вас холодный, без света, без газа, да, поэтому заранее готовьтесь, я вас всех люблю, целую, встретимся на следующем вебинаре, я вам расскажу про разрешение на строительство и про градостроительный план. И у кого есть вопросы, 3 минуты, вот, да, отвечу на вопросы. Кто-нибудь озвучит вопросы, я отвечу. Просто мне не видно. Диагностика участка сколько стоит? Диагностика участка у нас стоит бесплатно для наших клиентов. Приходите с документами на участок, заказывайте проектирование нашему архитектору, диагностику участка, все разрешительные документы, заявки на электричество, на вывод газовой трубы, на разрешение на строительство, на градостроительный план участка. Мы все вам сделаем в офисе бесплатно для наших клиентов, которые вот с нами будут строиться. Вот. Вопрос есть еще? Успела, да? 15 минут у нас тайминг. Присоединение заявку подали, нам звонили, спрашивали, куда подключиться. Техприсоединение. Когда вам Сахатранснефтегаза звонят, спрашивают, где подключить, слева или справа, вы должны знать, где у вас будет стоять гараж, где у вас будет стоять санузел, чтобы по одной линии у вас кухня, санузел, гараж. Да, по одной линии у вас было умное подключение тепла, водоотведения, водоснабжения, газоснабжения, да, поэтому, когда звонят, спрашивают, где вывести слева или справа, у вас должен быть проект дома. А у нас архитекторы с высшим образованием, они вам сделают проект с учетом сторон света и так далее. Вам об этом подробно расскажет Нарьяна Чемизова, весь процесс проектирования. Еще вопрос есть? Вилюйский строите, поменять полы старом было. Ребята, мы занимаемся, вот спрашивают, в Вилюйске можем ли мы приподнять участок, поменять фундамент, да? Ребята, мы берем только нулевые объекты. Нулевые объекты мы строим на новых, мы подбираем вам участок, мы вам делаем проект, мы вам делаем 3D-визуал, мы вам делаем расстановку мебели, мы вам делаем схему электричества, мы вам делаем схему водоснабжения, водоотведения, отопления и занимаемся такими делами, да. Бесплатно. Заявки. Сахатранс. Да, заявки, ребята. Кто с нами будет строиться в 2023 году, мы все заявки сами за вас сделаем, поможем. У нас есть наставничество, у нас есть курирование. Менеджеры будут вас курировать целый год.
Нюргуяна, Нараяна, Анжелика, они вас будут курировать целый год, вести, будут вашими наставниками, будут вам советовать, вот, в том числе и я. Так, и да, и слово передаю Ивану Петровичу. Тайминг сказали, что я сильно долго. Всех целую. До свидания. Так, следующий спикер у нас Игнат Узланов, главный технолог. Так, а вот вместе со слайдами можно было бы, чтобы меня можно было видно? Или нет? Так, пока не вижу чуть-чуть. Ребята. Ну, хорошо. Нет. Я главный технолог «Алмаз ЛПК», самое крупное лесоперерабатывающее и лесозаготовительное предприятие. Годовой объем заготовки наш составляет 150 тысяч метров кубических. Лесной фонд наш составляет 400 тысяч метров кубических аренда. Сотрудничаем мы со многими строительными компаниями, со всеми строительными компаниями города Якутска и Саха-Якутия. Значит, одной из компаний, с которой мы сотрудничаем и предлагаем свою продукцию, это компания «Шишкин дом». Сегодня расскажу вам, что такое, значит, строительные пиломатериалы, как они заготавливаются, технологический процесс, чем отличаются сухие пиломатериалы от несухих пиломатериалов и их все преимущества и достоинства перед пиломатериалами, используемыми для строительства естественной влажности. Хотел бы перейти на первый слайд. Это заготовительная техника Ponce французской фирмы, которая сегодня работает в составе 2 комплексов. Это 4 единицы техники на лесозаготовке. Первая машина, соответственно, мы видим, это лесоподборщик. После того, как заготовительная, следующим слайдом увидите, техника валит лес и раскрыжовывает на 6-метровые балансы. Соответственно, подборщик идет, собирает и довозит до основной магистрали. Попрошу переключить уважаемых коллег на второй слайд. На втором слайде мы с вами видим непосредственно валочную технику, которая идет по волоку, заготавливает деловую древесину, балансовую древесину мы в лесопереработке не используем. Техника также это является французской. Сегодня, значит, парк обновляется, поэтому техника одна, такая вот машина, одна единица, заменяет 15 заготовительных бригад ручной валки. Поэтому это является наиболее эффективным, наиболее продуктивным. Ну, касательно заготовки, рассказывать можно долго, предлагаю переключить на другой слайд. После того, как лес... Нет, предыдущий слайд верните. Предыдущий слайд. Да, спасибо. После того, как круглые лесоматериалы были заготовлены, они перемещаются на склад круглых лесоматериалов. Вы можете увидеть систему орошения для выпуска более качественно выпускаемой строительной продукции, также и розничной продажи грузополучателям используют водоподготовку, с помощью чего дерево не растрескивается и не теряет своих физико-механических свойств. Вы видите технику, та, которая разгружает, а тут в очень маленьком таком формате, но по факту один захват разгружает сразу же один лесовоз, один грузовик. Поэтому на лесозаготовительных участках используются такие форматы складирования круглых лесоматериалов. Прошу переключить следующий слайд. После того, как круглые лесоматериалы поступили на склад круглых лесоматериалов, поступают на линию сортировки. Как вы можете заметить, бревна у нас белые, они проходят окорку, что дает возможность наиболее эффективно и наиболее продуктивно
получать пиломатериалы нужного качества. Здесь круглые лесоматериалы распределяются по диаметрам, по породам, по диаметрам для дальнейшей распиловки. С помощью самых современных программ, которые сегодня находятся в ЛПК «Алмаз», проходит сканирование 3D каждое бревно, определяется его структура, вершина, середина, комель, сбежистость и так далее, все технические параметры. И, соответственно, автоматика раскладывает по карманам влево-вправо те диаметры, которые нужно. Просьба переключить следующий слайд. Здесь мы видим то же самое, наполнение карманов. Данные зарегистрированы автоматикой в количестве штук, сколько упало в каждый карман, после чего подходит этот фронтальный погрузчик и перемещает круглые лесоматериалы на участок, называемый оперативный склад. Прошу переключить следующий слайд. Это оперативный склад непосредственно, после чего данный вид материалов, рассортированный по диаметрам с помощью следующей программы SWAF Optimization, оптимизация раскроя древесины, поступает непосредственно на лесопиление. Дальше можно переключить. Мы видим первую схему распиловки без межстаночного пространства, то есть с верхнего угла до нижнего угла по диагонали. Именно в такой последовательности происходит распиловка. Круглые лесоматериалы попадают, вы видите здесь, условно говоря, нарисовано, попадают на поперечный стол, после чего попадают на продольные рольганги и непосредственно заходят на станок первого ряда, распускаются на заготовки. Это необрезной пиломатериал. Видите, уходит вправо со стороны зрителя и участника группы, уходит на кромкообрезной. Станок второго ряда у нас распускает лафет на пиломатериалы естественной влажности. Ну и с самого правого края стоит станок для доработки горбыля. Это, соответственно, подгорбыльная доска, которая идет экстра сортом на усушку. Сейчас мы с вами прошли три участка. Это участок лесозаготовки. Вкратце, это участок сортировки круглого леса. И это участок лесопиления. Прошу переключить следующий слайд. Соответственно, это вторая схема распиловки, она практически аналогична. У нас фрезерно-брусующая линия, формат практически одинаковый по своей структуре. Также мы только здесь с нижнего левого угла на правый верхний угол по диагонали видим весь процесс распиловки. Также здесь бревно поступает через станок первого, второго, третьего ряда, и на выходе мы получаем через определенные манипуляции получаем пиломатериал. Прошу следующий слайд. Так, уже мы здесь заранее обговорили, это непосредственно подача в цех лесопиления через автоматизированные, полностью механизированные устройства. Подается окоренный круглый лесоматериал на фрезерно-брусующую линию финской компании Hyso. Следующий слайд. Можно, да? Ага. Здесь мы видим с вами продукция уже, которая выпустилась с круглого бревна. Соответственно, она рассортировывается по сортам. Продукция у нас, естественно, влажности получила сертификаты, мы получили паспорт на продукцию, которая является по всем регламентам, по всем ГОСТам, пригодна для строительства, на экспорт, на внутренний рынок по России и так далее. Здесь, как мы видим с вами, идут первые и третьи сорта, четвертый сорт перемещается на другую линию, которые требуют дополнительной обработки до придания более высоких сортов. Прошу переключить следующий слайд. Здесь мы видим, подходим мы непосредственно то, что ближе к Шишкиному дому. Это у нас участок
компании «Шишкин дом» строительный. Это у нас участок деревообработки, называется участок ДОУ. А здесь мы видим с вами штабилирующие машины. Непосредственно эта функция предприятия тоже автоматизирована и механизирована. Минимальное количество работников здесь составляет 1 человек. С помощью датчиков, самой современной электроники, самой современной автоматики. Здесь смысл работы, каждый слой снимается и перемещается непосредственно уже на формирование плотных транспортных пакетов для отгрузки. Следующий слайд. Эта конструкция после распиловки подразумевает собой антисептирование естественных пиломатериалов. Как я раньше уже выразился, строительные компании разные к нам обращаются за получением продукции. Поэтому весь пиломатериал, который мы получаем для строительства, а основной рынок это строительный сегодня, даже для алмазов ПК, я имею в виду по естественным, по сухим пиломатериалам, это ванна антисептирования, емкость антисептирования позволяет нам антисептировать пиломатериал. Плотный транспортный пакет составляет 1,5 минуты, 10 минут, через шпацы составляет 1 минуту. Непосредственно вот одна из историй, условно говоря, с Гедеон строем. То есть материал, который мы до емкости антисептирования производили, отправляли, были рекламации по наличию грибковых заражений, синевы и так далее. После установки этой емкости все рекламации у нас ушли, и, соответственно, весь объем мы готовы закрывать через эту конструкцию. Можно следующий слайд. Ну, непосредственно перешли к участку ДОУ. Желтым цветом на данной конструкции обозначено наличие пиломатериала в сушильной камере. Производится сушка следующим образом. Камера является конвективной, работает на продуктах лесоотходов, щепей, я имею в виду теплоноситель, здесь является вода, которая идет по радиаторам, и за счет реверсности двигателей, электродвигателей, красными стрелочками видите эффективный поток воздуха, когда пиломатериал сушится, и синими стрелочками мы, соответственно, показываем, где у нас берется холодный воздух для его нагрева. Компания «Шишкин дом» приобретает у нас пиломатериал. Остаемся на этом же слайде. Компания «Шишкин дом» приобретает у нас пиломатериал влажности от 8 до 12 плюс-минус 2%, что является очень эффективным и преимеет имущество перед другими строительными компаниями в том, что дом каркасный это или не каркасный не имеет осадки, так как физико-механические свойства приобретают здесь свой максимальный эффект. То есть дерево приобретает те параметры и те размеры, необходимые для строительства, без ожидания в течение года плюс-минус 3 месяца дом не усаживается. То есть дом, который сразу строится, он приобретает свои параметры фактически. Если же вы используете пиломатериалы естественной влажности, соответственно, у вас будут покоробленности, поведенности и нестабильность эксплуатации дома, что потребует в дальнейшем разборка каких-то частей, панелей и так далее, для того, чтобы эти моменты устранить. Следующим преимуществом сухого пиломатериала является отсутствие наличия появления синевы, гнили, грибковых появлений и так далее, что тоже потребует в последующем дополнительного ремонта при использовании сырых пиломатериалов, даже антисептированных. В этом году у нас мы готовы выпускать 7500 сухих пиломатериалов. В третьем квартале этого года, 23-го, у нас планируется дополнительно еще
наращивания мощностей за счет заказа чешских сушильных камер Катарс, разовой загрузки на 60 кубов. Таким образом, общий объем ЛПК «Алмаз» в сухих пиломатериалах будет достигать 25-30 тысяч метров кубических по году. То есть наращивание производственных мощностей на ЛПК «Алмаз» идет непрерывно в сухих пиломатериалах. Самым сложным в данном виде сушки является сушка бруса и так далее, то есть крупных сегментов для строительства. Если мы говорим о клееном брусе и, значит, клееном щите и так далее, всех клееных пиломатериалов любых размеров, соответственно, ну, они практически там в 2-3 раза дороже. Шишкин дом на партнерских отношениях приобретает у нас пиломатериал по сниженным ценам, поэтому всегда можете обращаться по приобретению для домостроения пиломатериалов нужных параметров технических в Шишкин дом. В Шишкин дом также можете обращаться напрямую в наш отдел реализации для приобретения пиломатериалов для строительства и так далее. Ну, это касательно сушки вкратце информация. Прошу переключить следующий слайд. На данном слайде хотел бы вам рассказать при строительстве, каких, значит, дефектов нужно избегать при покупке, при строительстве и так далее. Это сухие пиломатериалы, погонажные изделия. На первой картине мы видим трещины от заморозки. Тут хотелось бы сказать вам, что при хранении лесоматериалов для строительства и вообще на складах не рекомендуется использовать пиломатериалы осенней заготовки, так как в них находится большое количество влаги, и при не теплом складе или не при теплом помещении, где они у вас будут находиться, естественно, в отрицательные температурные диапазоны, а в Якутии они критические, ваш брус будет просто растрескиваться от наличия влаги внутри. Ваш пиломатериал то же самое. Опять же, мы говорим про естественную влажность. Значит, влажность для домостроения, которую приобретает Шишкин дом, то есть сухой пиломатериал, вы сразу же эти дефекты все буквально сокращаете до ноля. Потому что сортировка здесь производится после сушилки, строгания и так далее. Второй дефект – это сучок сросшийся. Давай про все дефекты я вам рассказывать не буду. В общем, вот эти дефекты, вы можете с ними ознакомиться. Фотографии там в группу выложены. Можете ознакомиться и можете для себя понять, в каких условиях и какой пиломатериал для облицовки, для наружной, для внутренней недопустимы, или они не будут радовать ваш глаз при домостроении, при обшивке внутренней и наружной. Можете переключить следующий слайд. Ну, здесь находится технологическая схема производственного процесса непосредственно. Можете с ней тоже в группе ознакомиться, коллеги и участники группы. Здесь идет перемещение по цехам, по структурным подразделениям, так как я вам проговаривал ранее устно. Значит, можно переключить следующий слайд. Можете, так, здесь мы видим, значит, переработка древесины в щепу и отходы. Мы, непосредственно в лесу. Можете также это посмотреть, здесь все написано. То есть заготовка, переработка, мульчирование, сжигание и непосредственно на завод, который отапливает помещение. Ну, вот у нас в данном случае 13 тысяч квадратов, мы его отапливаем. Теперь хотелось бы рассказать, слайд последний, теперь хотелось бы рассказать про хранение и уход за древесными изделиями и так далее. Но предварительно хотел бы еще сказать о том, что «Алмаз» выпускает погонажные изделия всех видов, всех позиций, всех наименований, всех сортов. То есть любой клиент может подойти, значит, обратиться в Шишкин дом, купить, значит, приобрести пиломатериал
нужного параметра и так далее. Соответственно, также можете прийти в Алмаз, тоже обратиться по этому вопросу. Погонажные изделия выпускаются у нас как на экспорт, так выпускаются и внутри Саха-Якутия для домостроения и так далее. Сегодня у нас тоже задействован новый вид домостроения в Якутии. Это панели МХМ ну и так далее. Но они тоже больше относятся к каркасному строительству, поэтому тут много об этом говорить не стоит. Значит, уход за бревном, хранение пиломатериалов должно быть осуществлено следующим образом. Это должно быть помещение закрытого или открытого типа. Если вопросы будут в группе заданы по хранению, размещению и так далее, мы обязательно на них ответим, так как тема очень обширная. При домостроении, допустим, ну что здесь хотелось бы посоветовать вам, это нанесение восковых покрытий. Если это там каркасный дом, это один момент, если это бревенчатый дом, другой момент. Если это с клееного бруса профилировано, это третий момент. Ну, особенно хотелось бы здесь заметить, это попадание влаги и попадание всех остальных осадочных элементов, это через торцы пиломатериалов, через торцы круглых бревен, через торцы любых брусьев. Поэтому здесь имеет место обязательно при строительстве как сухих, так и естественной влажности на торцы наносить гель специально для запоривания, закрывания структуры торца древесины. Так как центральная часть в пиломатериалах и сухих, и сырых является самой пористостью, и она больше всего подлежит втягиванию через капилляры обратно в себя атмосферных осадков, влаги и так далее. И так далее. Ну вот на этом этапе вкратце, так, секундочку. Так, что-то у меня... Ага. Подождите минуту. Так, меня слышно, да? Да, вот на этом этапе хотелось бы всем, кто желает построить дом, кто желает приобрести хороший дом у Шишкиного дома, соответственно, всем строить дома вместе с строительной компанией «Шишкин дом» и наслаждаться своим жильем. Всем, коллеги, всем спасибо, участникам группы, всем спасибо. Нет, не видел вопросы, можно их. Да, да. Для дома с бруса, то есть я так понял, это брус, брусчатый дом, это брус. Значит, советую вам использовать лес после зимней заготовки, а именно он является наиболее, значит, плотным, и он является наиболее, значит, эффективным для отрицательных температурных диапазонов. То есть и он является более вымороженным, то есть там происходят эффекты при морозах там и так далее, что максимальное количество влаги удаляется, максимальное количество, если мы говорим про хвойные породы, остается в древесине. Если же это весенняя заготовка, брус является самым сложным технологически для сушки. Если это весенняя заготовка, то непосредственно вы получите синеву на своем брусе. И это будет являться основанием для дополнительных затрат по сметам, для обшивки дома и так далее. Потому что он будет уже у вас выглядеть, ну, не совсем, условно говоря, корректно, да, и эстетично. Следующим моментом является здесь для избежания ошибок при брусовом строении из дома, это мы видим визуально и определяем, на каком расстоянии находится ядро древесины, ведь это центральная позиция, да, при распиловке круглого обязательно будет ядро, потому что с боковых позиций не забирается.
И максимально, если вы не хотите видеть трещины по бокам и так далее, потом использовать дополнительные гели, максимально ложное ядро располагаем на ту поверхность, которую мы ложим в следующий ряд. То есть вы увидели ложное ядро, у вас идет брус, увидели ложное ядро, что оно у вас расположено ближе к нижнему краю или к верхнему, значит, брус переворачиваем, и трещина обязательно у вас будет, так как ищет наименьшее сопротивление при напряжении, трещина у вас будет обязательно видна внизу, то есть не видна совсем. Поэтому это используется. Вот такие вот особенности брусового строения. Так, и второй вопрос. Профилированный брус имеет преимущество перед брусом, который, естественно, распиливается. Естественный брус преимущество имеет, он в себе содержит несколько слоев. Несколько слоев. Сегодня используются различные клеи. Скорость высыхания составляет 1,5 минуты. 1,5 минуты. Соответственно, там преимущество в чем? Если естественной влажности брус, его при попадании ультрафиолетовых лучей начинают меняться физико-механические свойства, так как он в основном сырой, его может выводить, он начинает иметь естественные дефекты, искусственные дефекты, это сырой брус, то у клееного бруса преимущество в том, он не имеет этих дефектов. И в последующем не нужно дом, чтобы он усаживался и так далее. Имеет наиболее эффективный, наиболее эстетичный вид перед строением из продукции естественной влажности. Плюс некоторые домостроительные компании используют такие моменты, что сразу заказывают готовые домокомплекты. То есть это тоже очень эффективно и очень здорово. И вы можете брус делать клееный любых параметров. Например, можете делать 100 на 100 сечение, да, его, или 150 на 150, а можете заказать 300 на 300. Если мы говорим, что ассортимент естественной влажности идет 6-метровый, то брус клееный вы можете, и мы можем производить его до 9 метров. Как вот на примере у нас в летнем период, где заказывали балки, там 300 на 300 клееный брус 9-метровый. 9-метровый. Вот такие вот преимущества основные имеет клееный брус. Он же ведь еще подразделяется профилированный, что упрощает стройку. Поэтому вот такие вот параметры, основные я вам параметры назвал, различия между естественной влажностью и сушеным клееным пиломатериалом. Между прочим, клееный брус делается только из сухих пиломатериалов влажностью 8-10% столярной влажности. Так. Все? Так, подытожили, да? Так, Да. С нами был главный технолог ЛПК «Алмаз» Игнат Русланов. Он все подробно рассказал по деревопереработке, обработке. Есть слайды, хорошие, отличные слайды. «Алмаз» является нашим стратегическим партнером. Вот буквально позавчера мы заключили большой договор с ними на приобретение пиломатериалов. Вот как раз зимняя рубка. Как Игнат рассказал, им почему преимущество зимней рубки. Как элементарно зимой, где-то в сентябре, да, поры в корнях закрывает сосна, или это ель, вообще хвойное дерево, или это лиственница, и влаги меньше будет. То есть если он не будет закрывать, то есть влаги больше 30, он просто тупо будет лопаться зимой в нашем холоде. Поэтому зимняя рубка, именно лес, брус и зимние рубки – это самый отличный вариант для строительства дома. Вот, спасибо Игнату. Так, на все вопросы ответили. Если будут вопросы, мы вам подробно направим ответы на ваши вопросы в WhatsApp-группе. Так, следующий спикер, 4-й спикер Нарьяна Чемизева. Это наш архитектор, проектировщик именно по проектам домов
расскажет и ответит на вопросы. Марьяна, тебе слово. Есть, слышно. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Шишкин. Сегодня на проектах смотрим, как мы работаем с клиентами, как мы делаем им проект. Это реальные проекты, они уже будут строиться. Каждый дом уже на этапе постройки, одноэтажный в этом году. Летом будет строиться. Давайте начнем проекта. Проект, в целом, если говорить, то он начинается всегда с земельного участка. Если у вас нет земельного участка, можно первый слайд включить. Делается подборка для вас по желаемым вашим критериям. То есть размер земли, цена, ровность мы тоже смотрим. И, конечно, красные линии и зоны все нужно смотреть, чтобы не было проблем. И ставится тоже с учетом всех норм от земельного участка для дома, например, должны отступить 3 метра от границы земельного участка и гараж 1 метр. Тоже это нужно учить при проектировании. Это все обсуждается индивидуально. Для каждого клиента делается индивидуальный проект, то есть планировка, материалы, все выбираются индивидуально по желанию клиента и, конечно, с учетом нашего экспертного мнения. Давайте дальше посмотрим. У нас идут общие данные. В общих данных прописываются вся подробная информация про дом, ваш дом, то есть все материалы, размеры, размер террасы. В данном проекте у нас есть терраса 30 квадратных метров и подсобное помещение. Также на этом листе у вас прописываются технико-экономические показатели, то есть площади жилые, площади застройки. И, конечно, информация тоже про гараж. В этом проекте у нас есть гараж. Панели. Так, фундамент у нас стеничный и делается утеплитель из чернозема. Дом у нас фундамент ленточный, железобетонный, 40 на 40 сантиметров, и утеплитель из покрытие в данном случае можно выбирать кафель, ламинат, и все в каких помещениях какие будут покрытия, тоже выбирает клиент. То есть это все обсуждается. Допустим, в зоне санузла можно сделать кафель, и в прихожей тоже можно сделать. Так, дальше по плану, если смотреть, у нас есть, когда мы ставим дом на территорию, то есть учитывается вся инсоляция данного дома, чтобы... Инсоляция – это попадание дневного света в все помещения жилые. И желательно, конечно, чтобы 2-3 часа в жилые все помещения попадал свет. Это тоже все учитывается, когда смотрим на земельный участок. В данном случае у нас прихожая 5 квадратных метров, ванная 5 квадратных метров, гостиная 16 квадратных метров, спальня 7,7. И также, конечно, мы обсуждаем с клиентами стандартный это 20. И можно выбрать панорамные окна, метров 2 метра. И в ванной тоже желательно 700 и терраса 30 квадратных метров. Под террасу делается фундамент из бетонных стаканчиков 40 сантиметров. Так, меня слышно, да? Мне нужно погромче говорить. Так.
Далее идет у нас план чердачных перекрытий. Чердачные перекрытия делаются из балок 10 на 18 метров, и они делаются довольно часто, чтобы вся нагрузка распределялась равномерно, то есть 600-900 миллиметров. Далее у нас идет разрез, где у нас показаны все, проще говоря, пироги того, что у нас идут какие и какая видите, как идет, допустим, если говорить потолок, то по балкам из полубруса идет дюймов, то есть 25 миллиметров. Далее изоспан, далее утеплитель ступичных, и далее уже покрывает все ветрозащитным материалом. А также дальше идут стропилы, обрешетка, металлочерепица. Металлочерепица идет также на выбор клиента разного цвета. Тоже обсудить все. Далее у нас есть план фундамента в проекте. У нас ленточный. Внешние края идут 40 метров, внутренние 30-40. Они идут непосредственно под капитальными стенами. И можно здесь тоже наблюдать стаканчики бетонные под террасу. Так, схема армирования у нас тоже включается. Так, далее у нас идут установки, схема установки шкантов, чтобы стены у нас все были ровные. Это делается между брусом шканты. И непосредственно ситуационный план. Здесь мы можем наблюдать, что дорога у нас находится снизу, и гараж 5 на 6 метров. Так, и от гаража до дома 6 метров. Под гараж в данном случае метр отступ справа, и слева дом отступ 3 метра. Все соблюдено. Особенность данного участка, то что он вытянут, и нужно все правильно расположить. Делается схема крыши, то есть металлочерепица, водостоки, все схемы делается, устанавливается. И план установки мебели. План установки мебели делается для того, чтобы было понятно, что в помещении может вместиться, не вместиться, чтобы ориентир. Что будут там жить, и чтобы было удобно. Есть такой термин, как эргономика. Вся мебель имеет стандарты, допустим, кухонный стул, сама 60 сантиметров глубокий стол, уже имеет свои эргономичные размеры, кровать и так далее. Так, с фасады. И по расположению окон тоже смотрим, чтобы все было эстетично, красиво. То есть наши дома все очень с внешней стороны. Стараемся все это, конечно, тоже обсуждать, все делать красиво. С фасады. Далее идет у нас план гаража. Окно, дверь и крыльцо тоже делается. Так, емкость и котел в данном случае установлены в гараже. Можно это, конечно, устанавливать внутри дома, делать отдельный, но отдельно есть свои нормы, 6 квадратных минимум. Они устанавливаются и дома. Емкость и все технические моменты. Так, разрезы гаража, сады, балки чердачного и крыша непосредственно. Спецификация окон делается тоже для клиентов с их обсуждением. И по этой спецификации мы закупаем для дома отдельно и спецификация дверей.
Двери тоже имеют свои стандарты. Спальни обычно идут 700 на 2, 80 на 2 метра, ванных меньше и обычно 900 шириной. То есть все это обговаривается и делается вот такая визуализация. И сейчас можно включить видеовизуализацию. Да, отключить. Мгм. Подождите. Можно видео включить? Не слышно? Мгм. Да, включайте видео, посмотрим. Для каждого клиента делается визуализация с расстановкой мебели внутри и с примерной расстановкой. Да, можем наблюдать сейчас, как происходит облет дома. И вот внутри у нас есть прихожая, поставили границы, зеркало. В ванной тоже устанавливается. В ванной все учитывается так, чтобы мокрые точки, вот кухня находились рядом, ванная и кухня, чтобы коммуникации провести было удобно. И непосредственно в спальнях кровати, рабочие столы и места хранения. Так, дальше вторая презентация. Рассмотрим двухэтажный дом. 6 на 9 с эркером 1,5 метра и 3 метра. Здесь по конструктивным решениям тоже фундамент ленточный 40 на 40 и перекрытие монолитной стяжки. Стены все у нас делаются 18 на 18 сантиметров брус. Если профилированный брус, то 17 на 17. Здесь также общие данные представлены. План. Рассмотрим план здесь. Крыльцо 4,5 квадратных метров, прихожая 7,9 квадратных метров, санузел 6 квадратных метров и кухня-столовая объединены. Гостиная также на первом этаже. В зоне столовой у нас панорамное окно 1,60 м на 2 метра. И эркер у нас здесь расположен посередине. Эркер тоже по отношению дома может меняться, то есть он может располагаться с краю. И лестница тоже имеет свои стандарты, это тоже обговаривается с клиентом. Свои стандарты, то есть ширина ступеньки 30 сантиметров и высота 15. Но это тоже индивидуально можно варьировать. Допустим, можно сделать меньше, если там есть пожилые люди или дети. Ну, то есть тоже индивидуально можем менять. Так, план второго этажа, холл 11 квадратных метров и 3 спальни. В одной спальне гардеробная, выходит дверью на холл. Также межэтажное перекрытие делается по балкам из полубруса, доской дюймовкой. План балок чердачного перекрытия также. И у нас разрез. В разрезе также мы можем наблюдать, какие материалы мы используем и высоту каждого из помещений. Также схема установки шпантов, план фундамента, в данном случае у нас ленточный фундамент, и план стяжки. Схема армирования, план кровли, также спецификация окон. Так, давайте рассмотрим ситуационный план
Здесь очень хороший участок. Вход у нас здесь с северо-востока. То есть есть такая особенность в нашем регионе, стараются делать вход, конечно, с севера или с востока. В данном случае северо-восток, очень удобно. То есть во всех жилых помещениях в данном случае есть естественное освещение. Это для нашего региона тоже очень важно. Здесь еще есть гараж двухместный, 6 на 6 метров. И также смотрим здесь на расположение септика, чтобы было удобно как бы, в коммуникационном плане. Так, фасады. Очень красивый дом с панорамными окнами. Это тоже все делается клиентом по его пожеланиям. Так. И схема расстановки мебели. Здесь у нас на кухне остров и угловая кухня. Вот здесь на плане мебели можно наблюдать, что кухня, раковина и санузел стоят рядом. То есть это нужно, чтобы все отходы хорошо выводились, вся грязная вода и так далее. Так, и визуализация сама со всех сторон. И также визуализация внутренних помещений, интерьера и экстерьера. Дальше у нас делается QR-код, где владельцы, клиенты могут посмотреть фото и видео визуализацию своего проекта. Да, включайте видео, посмотрим. Здесь у нас облет экстерьера. Входим в прихожую, ванна. Также здесь раздельный санузел. Здесь у нас гостиная со вторым светом, с панорамными окнами, и кухня с островной частью, столовая непосредственно. И сейчас поднимемся на второй этаж. На втором этаже у нас находится только спальня и гардеробная. Тоже учитывается стол для макияжа, тоже так же, чтобы было все удобно. В детской хранение, шкафы, полки, для учебы столы и так далее. Ну, то есть все делается индивидуально, все этапы проекта курируются. Также на этапе строительства... Меня слышно? Также на этапе строительства тоже идет курирование, то есть обмер фундамента. Клиент сам при каждом этапе заключает акты о том, что определенные этапы строительства закончились. Ну, то есть все скрытые работы прослеживаются тоже также. Все, на этом можем закончить. Да, можете задавать вопросы, если у вас есть. От гаража до дома задают вопрос, от гаража до дома сколько метров должно быть? 3 метра как минимум. Да, санузлы на втором этаже тоже делаем. Главное учесть мокрые точки, то есть он должен находиться под санузлом первого этажа. Это по планировке. Можно делать на втором. Все, да?
Нарьяна, спасибо большое. Это был с нами архитектор нашей компании, строительной компании «Шишкин дом». Подробно рассказала про одноэтажный дом и про двухэтажный дом. Но здесь нужно подчеркнуть то, что вот в конце сказала, у нас есть все скрытые работы. То есть мы фото и видеоотчеты требуем. И архитекторы, они проводят свой авторский надзор, то есть по своему проекту. Они ездят именно по объектам и проверяют, надзирают наших строителей. Вот то, что я рассказывал про фундамент, именно скрытые работы, где как проложены, как армировка там, и так далее, все скрытые работы, они фиксируются. Только после фиксации скрытых работ заливается бетон, то есть бетон принимают работники. Вот, и здесь по части утепления, допустим, если это дом-каркасник, здесь тоже все скрытые работы. То есть то, что покрывается потом, нам уже не видно будет. И для клиентов и так далее. Ну, плюс для клиентов это история строительства дома есть, начиная от фундамента. Вот, так, спасибо, Нарьяне. Следующий спикер у нас, завершающий спикер, это наш ведущий менеджер Нургуяна Сивцева. Она расскажет именно про ипотечный продукт и деятельность отдела продаж. Пожалуйста, Нургуяна. Так, всем добрый день. Меня слышно, видно, да? Арина, можете подсказать? Видим, слышим. Хорошо. Так, всем здравствуйте, добрый день. Меня зовут Сивцева Нургуяна, я ведущий менеджер строительной компании «Шишкин дом». Сегодня я хочу вам рассказать об ипотечных программах, которые действуют на сегодняшний день для строительства частного дома, вообще какие документы нужны для оформления ипотеки и кто может оформиться по ипотечным программам. Да? Можно включить слайд «Ипотечные программы». Вообще мы работаем с 4 банками. Это Азиатско-Тихоокеанский банк, Сбербанк, Алмаз-Эргембанк и Россельхозбанк. Это именно по строительству частного дома. Да? Самая первая распространенная программа, да, это дальневосточная ипотека. Если говорить о категории граждан, которые входят под эту ипотеку, это у нас молодые семьи до 35 лет включительно. С 22 года, с июня 2022 года также у нас подключилась категория медицинские работники и педагогические работники. Да? Медицинские и педагогические работники должны проработать минимум 5 лет, то есть общий стаж работы должен быть от 5 лет, ну и должны быть официально трудоустроены. То же самое по дальневосточной ипотеке. Один из заемщиков должен быть обязательно трудоустроен. По процентным ставкам дальневосточной ипотеки у нас самый низкий процент в Азиатско-Тихоокеанском банке, он составляет 1,5%, и в Сбербанке. Именно если выбирать, в каком банке оформляться, в сравнении в Азиатско-Тихоокеанском банке после одобрения требуется залог, то есть квартира в многоквартирном доме каменном, и он идет на весь срок строительства. В Сбербанке в таком случае просят либо же поручителя или залог на момент строительства. То есть после того, как вы построите свой дом, вы можете полностью снять с ответственности или поручителя, или залоговую недвижимость. В Алмаз-Эргембанке у нас идет, вот это вот надо хорошо всем запомнить, Алмаз-Эргембанк работает без поручительства и залога. То есть вам не надо, после одобрения вам не надо бегать, искать какого-то третьего человека, либо какой-то залог. Одобрение получили, сразу можете выходить, в принципе, на сделку. Да, Марина, слушаю. Дальше у нас идет ипотечная программа для IT-специалистов. Она тоже началась с июня 2022 года, работает в 2 банках. Это Сбербанк и Алмаз-Эргембанк. Процентные ставки 4,7% в Алмазе и 5% в Сбербанке. По категории граждан, которые могут оформиться по данной ипотечной программе, это у нас IT-специалисты, работающие в IT-компании. Компания должна быть обязательно аккредитована в Минцифры, и зарплата IT-специалиста должна соответствовать от 100 тысяч.
Следующая ипотечная программа – это семейная. По ней произошли изменения в этом новом 2023 году. Если до конца 2022 года по ней могли оформиться семьи, у которых есть дети, рожденные после 2018 года, или же есть ребенок-инвалид, то с этого года появилась новая категория. По семейной ипотеке может оформиться семья от 2 и более детей. Это есть очень хорошо. То есть это значит, что по семейной ипотеке могут пройти многодетные семьи, ну или семьи от 2 и более детей. Эта ипотечная программа действует только в Сбербанке, 5,3% составляет. Также после одобрения требуется либо поручитель, либо залог, но только на момент строительства. Дальше у нас есть льготная ипотека господдержка. Она действует полностью для всех граждан. То есть если вы не попадаете под дальневосточную ипотеку, подойти под семейную, да, по условиям не попадаете, вы можете спокойно подать документы по господдержке. Она у нас действует в Сбербанке, 7,3%. По ней произошло увеличение процентной ставки, то есть до 2022 года было 6,3%, и с этого года стало 7,3%. Но по сравнению, конечно, с базовой ипотекой, которая составляет 10%, 7,3% – это, в принципе, нормальный такой процент. Также в Сбербанке после одобрения требуется поручитель либо залог, но его можно снять после строительства. Это очень важно. И у нас 4-й банк есть, Россельхозбанк. С ними мы работаем по сельской ипотеке, так, и по базовой ипотеке. Сельская ипотека составляет 3%, то есть по ней могут оформиться клиенты, которые хотят построиться в улусах. По улусам, если рассматривать, мы можем выезжать в районы, то есть это Усалданский район, Намский район, Горный, Мегино-Кангаласский. Можем рассмотреть варианты Чурапчинского, Амгинского района. Но это тоже все равно индивидуально, в зависимости от материала дома, от фундамента дома и от размера. Так, следующий слайд переключаем. Говорим про документы, необходимые для оформления ипотеки. Документы для физических лиц отличаются от документов для индивидуальных предпринимателей. Для физических лиц требуется паспорт, 9 разворотов, то есть это каждая страница паспорта. Хоть пустая, хоть с записями, все нужно отправлять. Требуют СНИЛС, свидетельство о браке, если у вас брак зарегистрированный официально, свидетельство о рождении детей, если они у вас есть, и 2 НДФЛ за 2021-2022 год. Даже если вы подаете заявку в банк, допустим, да, в котором у вас зарплатная карта, ну, это касается в основном медиков и педагогов, 2 НДФЛ и трудовую книжку предоставить нужно обязательно, потому что банк рассматривает ваш стаж работы. То есть, как получается, есть такой пример, допустим, педагог работал 10 лет в детском саду в Улусе и последние 3 года работает здесь, в Якутске, да, но общий у него трудовой стаж составляет больше 5 лет. И вот это вот именно нужно доказать банку, то, что у вас трудовой стаж составляет больше 5 лет. Это по ДВИ для медиков и педагогов. Дальше для индивидуальных предпринимателей требуется тоже также паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство о госрегистрации как индивидуальный предприниматель, выписка по расчетному счету, налоговой декларации. Если у вас УСН, то за последний год, то есть за текущий год, да, если ЕНВД, то за последние 2 квартала. И также требуется свидетельство о регистрации брака и свидетельство о рождении детей. Вот эти все документы можете прислать нам на почту для оформления ипотеки. Почта у нас называется ипотека.2021@mail.ru. Либо после вебинара мы уже оставим свои контакты, кому нужно будет прописать лично для оформления ипотеки. Дальше, следующий слайд. Рассказываем как раз-таки про поручителя и про залоговый объект. Если вы собираетесь оформиться по Сбербанку, они у вас потребуют поручитель либо залог. Для этого что нужно для поручителя, да? Ну, поручитель, конечно, должен быть платежеспособный также, с хорошей кредитной историей. Если у него есть ипотека, и если он выходит по доходам, то он может быть для вас поручителем. Очень много людей спрашивают про
поручители, именно если у них своя ипотека, допустим, если у них есть большие кредиты, люди думают, что они не могут стать поручителями. Если доход, в принципе, позволяет, то можно. Также по документам для поручителя это паспорт, СНИЛС, анкету это для Сбербанка можем заполнить, и 2 НДФЛ с трудовой тоже требуется у поручителя в любом случае. Так, по иному залоговому объекту. Что это значит, да? Иной залоговый объект или иная залоговая недвижимость – это может быть квартира, либо частный дом, который вы отдаете банку под залог, пока не построится ваш дом. Так, поэтому нужны документы. Можете, пожалуйста. По залоговому объекту нужны документы, выписка ЕГРН. Там, то есть, написана вся характеристика недвижимости. Будь не то частный дом, будь не то квартира. Дальше нужен документ кадастровый паспорт, документы оснований. Это документ, по которому, на каком основании у вас вот эта вот недвижимость. Это может быть договор купли-продажи, то есть вы его когда-то купили, может быть договор дарения, то есть вы когда-то получили по наследству или вам кто-то передарил вот эту недвижимость, или распоряжение о выдаче квартиры либо частного дома. Дальше справка формы 3 о количестве прописанных. Это нужно это обязательная справка, ее можно взять в пенсионном фонде. Дальше паспорта собственников все листы, то есть если у квартиры 3 и более, 2 и более, 1 и более собственников, то нужны паспорта всех собственников на данный объект. Также заполняется анкета, и обязательный пункт – это отчет об оценке залоговой недвижимости. То есть, на примере, если рассказать, если вы берете 6 миллионов полностью, да, максимальное одобрение по ипотечным программам, льготным ипотечным программам, максимальная сумма одобрения – это 6 миллионов. Если вы берете 6 миллионов, то у вас залоговый объект должен быть дороже на 15% от суммы кредита. То есть примерно вот эта вот залоговая недвижимость, она должна быть оценена на 7 миллионов, не меньше. Если она будет оценена, допустим, на 5,5 миллионов, либо на 6,5 миллионов, от этой суммы вам выдадут только 85% кредита. Вот эти все расчеты мы тоже можем сделать на подробной консультации. Следующий слайд. Так, следующие документы для участка. Если вы собираетесь приобрести участок в рамках ипотеки или у вас уже есть в собственности участок, по нему тоже необходимо собрать пакет документов. Это выписка ЕГРН. Выписка ЕГРН, там написаны все основные характеристики на участок. То есть если есть какие-то ограничения, может быть, какие-то записи есть, может, вы когда-то лет 5 назад подавали документы на какие-то изменения в выписке ЕГРН, но забыли их забрать. Вот это все написано в выписке ЕГРН. Свежую выписку можно заказать на сайте cadastr.ru. Авторизоваться можно через госуслуги. Вы можете сделать это сами, либо же тоже на консультации у нас. Выписка стоит рублей 300, по-моему, да, можно заказать об основных характеристиках на недвижимость и посмотреть уже действующие, есть ли ограничения, может, какие-то изменения были. Дальше для покупки участка в рамках ипотеки, либо для строительства на участке, тоже требуется документ основания. То есть если у вас участок уже в собственности, вы должны предоставить в банк, на каком основании перешел участок на ваше право. Это также может быть договор купли-продажи, договор дарения или распоряжение о выдаче участка. Если вы покупаете участок в рамках ипотеки, то вот эти документы основания вы просите у продавца участка. И обязательный пункт нужно будет заказать уведомление о планируемом строительстве. Сейчас его так называют. До этого он назывался разрешение на строительство. Его можно оформить через МФЦ, в офисе МФЦ, или заказать через госуслуги. Опять-таки, поможем, все закажем. Для чего вообще нужен этот документ? Мы берем разрешение, у мэрии, у департамента на строительство.
учитываем вот эти вот все красные линии, которые были выше сказаны, учитываем все отступы, про которые нам Нарьяна рассказывала, рисуем примерно ситуационный план участка и отправляем в департамент градостроительства, чтобы они нам выдали вот это вот разрешение. Без этого разрешения вас не оформит Алмаз Аргиенбанк. Допустим, по сравнению с Сбербанком, Сбербанк уже не просит вот этот документ, но он все равно потребуется для регистрации дома в будущем. Поэтому вот это дело не нужно откладывать. Либо же, если вы его не закажете и построите дом, просто есть такой риск, что вы не узнаете, что там у вас какие-то ограничения есть, и при регистрации дома могут возникнуть проблемы. То есть это нужно сделать на начальном этапе. Дальше по документам требуется, конечно же, паспорт всех собственников участка. Если это, допустим, супруги, то требуется паспорт обоих супругов. И по участку тоже требуется отчет. В любом случае, даже если он находится в собственности у вас или если вы хотите купить его в рамках ипотеки. Отчет можно заказывать у оценочной компании, но нужно убедиться, аккредитована ли данная компания, у которой вы хотите заказать отчет в том или ином банке, в котором вы хотите оформиться. Следующий слайд. Тут у нас примеры документов идут. Это у нас выписка ЕГРН. Тут как раз-таки все прописывается. Кадастровый номер, дата присвоения кадастрового номера, местоположение участка. Тут квадратура участка тоже прописана. То есть при продаже, допустим, продавцы могут сказать, что участок 10 соток, но по факту он 8. Вот это все прописывается в документах, вот это все можете отследить. Также прописывается назначение участка. Если говорить о назначениях участка, по ипотеке можно приобрести участок, либо построиться на участке с назначением для индивидуального жилищного строительства или для ведения садоводства, но при условии, если у вас есть разрешение на строительство. Конечно, рекомендуем рассматривать участки для индивидуального жилищного строительства, чтобы потом в будущем тоже не было проблем с переводом на ИЖС. И вот в выписке ЕГРН можно отследить особые отметки. Если вот в категории особые отметки есть какие-то записи, то есть у вас по участку есть ограничения какие-то, и с этим уже надо разбираться. Так, следующий документ – это вот у нас разрешение на строительство. Уведомление о планируемом строительстве выглядит таким образом. Это выдает департамент градостроительства. Но это если именно говорить про город Якутск. Да? Если говорить о районах, аулусах, это нужно обращаться в администрацию села. Тут у нас прописывается, что по результатам рассмотрения принято либо положительное решение, либо отрицательное. То есть они уведомляют нас о том, что они согласны на строительство нашего дома на участке. Так, и следующий документ у нас, последний, это отчет об оценке. Это титульная страница, отчет сам составляет очень много страниц, около 30-20 страниц. Вот этот отчет, он платный, стоит примерно 3-3,5 тысячи. Можно заказывать его заранее в любом случае, можно заказывать по факту оформления документов. В этом нет, делается он 1-2 дня, очень быстро сформируется отчет. Так, в принципе, по документам у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать. На индивидуальную консультацию тоже, конечно, таки приглашаю. Там я могу подробно по каждому индивидуально рассказать, потому что есть случаи, когда не у всех, допустим, ситуация одинаковая, поэтому на консультации мы можем индивидуально для каждого найти пути отхода, если есть какие-то проблемы. Так, и забыла сказать, перед вообще заявкой, перед подачей заявки лучше всего проверить свою кредитную историю, кредитный рейтинг. Есть такой сайт nbki.ru, мы его тоже пропишем в чате. На этом сайте можете проверить свой персональный кредитный рейтинг. Для чего это нужно, да? Если у вас рейтинг низкий, либо стоит на желтой зоне, либо стоит на красной зоне, вам в срочном порядке нужно лечить кредитную историю. То есть у вас есть какие-то проблемы, какие-то задолженности, может, есть задолженности, которых вы даже не знаете. Поэтому лучше изначально провериться, подготовиться, чтобы потом не было разочарований.
Мгм. Так, у меня все. Вопрос по поручителю, по возрасту поручителя, да. Вообще кредиты, ну, ипотеку выдают до 75 лет. Это значит, до 75 лет нужно закончить выплатить кредит. А, На примере ДВИшников разберу. По ДВИ максимальный срок кредита на 20 лет. Если вы хотите полностью взять 20 лет, то у вас поручитель должен быть не старше 55 лет. То есть 55 лет плюс 20 равно 75. Если поручитель возрастной, там ему лет 60, то срок ипотеки вам выстраивают по его возрасту. То есть срок ипотеки у вас будет на 15 лет в случае, если поручителю там 60 лет. Спросили еще, может ли быть поручителем работающий пенсионер? Да, может быть. Предоставить документы о трудоустройстве, то, что он на данный момент официально работает, 2 НДФЛ, и также можно предоставить справку о пенсии, ну, сколько начисляется ему официально. Именно на сайте nbki.ru есть 2 зоны. Есть зеленая и ярко-зеленая зона. Зеленая зона у нас начинается, по-моему, с 597. Что-то. Ну, там, когда вы проверяете вот этот кредитный рейтинг, у вас выходит либо низкий, средний, высокий и очень высокий. Если у вас написано высокий, то уже у вас все хорошо, все отлично, можете оформляться. Мгм. Спрашивают про социальные выплаты детей, учитывается ли как доход. Нет, они не учитываются как доход. Да, многие мамы в декрете спрашивают про оформление ипотеки. Если они сидят по уходу, но получают пособие для детей, считается ли это как доход? К сожалению, нет. Это не считается как доход для человека. Всё, да? Мгм. После через месяц. Барбут, ага. Так, благодарим Нургуяну за очень Мгм. подробный рассказ. Все было очень доступно, всем понятно. Вот, прошу в чате, друзья, указать, у кого есть земельный участок, ставить плюс, и у кого есть оформленная ипотека, ставить 2 плюса. Плюс, если у вас есть земельный участок, и у вас есть намерение построить дом, вы ставите плюс. Если у вас земельный участок и уже оформленная ипотека, одобренная ипотека, то есть вы ставите 2 плюса. Так, и прошу ставить в чате до 5 баллов. Вот именно сегодня выступили 5 экспертов именно по строительству дома, деревянного дома, каменных домов, в рамках ипотеки, дальневосточной ипотеки или вообще строительства. Да, насколько была полезна наша информация. Ставим до 5 баллов. Ой. Ой, классно, это нас как раз окрыляет, то, что мы хотим быть вам полезным, именно полезным обществу и нашим землякам своим, якутянам, и именно быть полезным нашей стране, Великой России. Вот. Благодарю всех наших спикеров. Было очень полезно.
Я очень рад, то, что нас Арина сегодня собрала, Катерина, как хорошо организовали все. Благодарим вас от всей души. Благодарю Марину, поздравляю звездным часом, Нургуяну, звездным часом Нарьяну, ну и себя. Так, и, дорогие друзья, мы очень, очень ценим вас и дорожим взаимоотношениям с вами. Ну и поздравляем с наступающим Новым годом восточным или наступившим уже. Желаем всего доброго и до новых встреч. Так, мана қалбан оқыды. Отключили, да, ты?